Мне здесь нравится, но я рад уехать на родину. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как на самом деле обстоит ситуация с соседями. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. До пограничного конфликта Таджикистана и Кыргызстана на основе правительственных соглашений ежегодно выделялись квоты на обучение кыргызских студентов таджикских и таджикских студентов в вузах Кыргызстана. Студенты с радостью приезжали на учебу в соседнюю страну, но после конфликта многое изменилось в жизни этих ребят. Азизбек Тешабаев, студент 4-го курса Таджикского национального университета факультета языков Азии и Европы, является гражданином Кыргызстана и приехал в Таджикистан на учебу по международной квоте. Живет он в общежитии при университете. По его словам, страна и Душанбе понравились ему сразу. Он быстро завел себе друзей как до, так и после конфликта. Отношение окружающих к нему оставалось положительным. Во время пограничного конфликта декан нашего факультета лично пригласил меня к себе. Сказал обращаться в деканат, если будут какие-то либо неприятности со стороны студентов и учителей. Но за все время никаких колкостей со стороны таджикистанцев по поводу моей национальности не было. Но сложности все же есть в поездках. До конфликта приехать из Кыргызстана в Таджикистан было очень легко. После конфликта пересечь границу стало проблематичнее, говорит он. Раньше я переходил через КПП, который находится в Исфаре. Но после конфликта я боялся использовать эту дорогу и начал искать новые пути. Решил приехать через Узбекистан. Приехал на границу Ойбек между Таджикистаном и Узбекистаном и успешно ее пересек. Но, по словам Азизбека, после осложнения ситуации на границе в 2022 году и пограничный пункт Айбек стал для граждан Кыргызстана недоступен. Таджикские пограничники не пускали на территорию Таджикистана граждан Кыргызстана. Тогда ему пришлось купить билет на авиарейс Ташкент-Душанбе. Начиная со 2-го курса до 4-го я пытался приехать в Таджикистан, использовал почти все пути и границы. Это очень сильно ударило по моему бюджету. Но, к счастью, пустили поезд Ташкент-Душанбе и обратно. Именно так я приезжаю в Душанбе и уезжаю обратно, объясняет студент. Из-за этих многочисленных проблем у парня появилось желание перевестись в кыргызский вуз, но это обходится очень дорого. По его словам, он очень любил жизнь в Душанбе, но все же рад в этом году уехать на родину и избавиться от проблем, связанных с пересечением границы. А вот 19-летняя Сабрина, уроженка города Харок, живет и учится в Бишкеке. Она студентка Американского университета Центральной Азии. Ее специализация – социальное предпринимательство и дизайн мышления. Как говорит Сабрина, в Кыргызстане она чувствует себя вполне комфортно. Познакомилась там со многими людьми, которые оказались открытыми и дружелюбными. Мне нравится жить в Кыргызстане. Бишкек – город динамичный, где есть много возможностей научиться чему-то новому и встретить интересных людей. К тому же я получаю высшее образование в одном из престижных университетов, что является для меня очень важным фактором, говорит девушка. Плюс ко всему, Кыргызстан многонациональная страна с низкой стоимостью жизни, что делает ее весьма привлекательным местом для проживания. На вопрос, изменилось ли отношение граждан Кыргызстана к тебе во время или после пограничного конфликта, Сабрина ответила, что ни разу не сталкивалась с негативным отношением к себе со стороны кыргызстанцев и переводиться не собирается. Конечно, мне нравятся университеты Таджикистана, они позволяют получить много новых навыков и знаний, но международные университеты дают студентам намного больше возможностей, поэтому я выбрала тот университет, в котором я учусь сейчас, говорит она. Халим Амурзаков приехал из Кыргызстана учиться в ТГМУ имени Абу-Али Ибн Сино. В данный момент он является студентом 3-го курса, но мог бы уже окончить 4-й. Когда он учился на 1-м курсе, в марте уехал домой, чтобы отпраздновать с родителями праздник Навруз. Но из-за пандемии закрыли границы, и он не смог вернуться. Вернуться в свой вуз он смог уже только в следующем году. У Халима 3 сестры. Он единственный сын в семье, родители преклонного возраста, и он хотел бы почаще их навещать. Но после истории с отчислением на 1-м курсе парень боится уезжать на каникулы домой. Я хотел бы перевестись, но перевод обойдется очень дорого. Здесь я учусь на бюджете. Рахманбек Максудов учится в АУЦА на 1-м курсе. Жизнь в Кыргызстане и учеба в ВУЗе ему нравится. Пока что не жалуюсь. Здесь есть все условия для комфортабельной жизни и учебы. По его словам, попасть в Кыргызстан из Таджикистана было тяжело. На границе были проблемы, долго проверяли документы. Как вы знаете, таджиков не пускают на территорию Кыргызстана каждый раз. Когда они видят, что таджикский паспорт, начинают проверять всю систему. У студентов АУЦА есть свой
список студентов, которые они отправляют пограничникам. Благодаря этому у нас есть разрешение на въезд в страну. Насчет отношения ко мне кыргызских граждан скажу одно. Везде есть рациональные и эмоциональные люди, которые судят человека по его нации. Но благодаря нашему директору, которые поддерживали нас, я всегда чувствовал себя в безопасности. Таджикистан и Кыргызстан в 2022 году впервые за всю историю дипломатических отношений не стали предоставлять друг другу квоты на обучение в вузах двух стран. До этого квоты выделялись ежегодно на основе межправительственного соглашения. Стоит упомянуть, что в 2022 году более 700 студентов из Таджикистана вернулись на родину из Кыргызстана, где они раньше обучались. Бывший министр образования Таджикистана Махмадюсуф Инаманзада отмечал, что каждому желающему гражданину Таджикистана, который учится в Кыргызстане, будет оказана помощь в переводе в таджикские вузы и возвращению на родину. По данным Министерства образования Республики Таджикистан, в настоящее время в Кыргызстане продолжают обучаться 42 студента из Таджикистана. Как вы относитесь к такой ситуации, к тому, что страны прекратили такое сотрудничество? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!